Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня у нас плюс 17 градусов тепла. Конечно, есть ветер, чуть-чуть прохладный. Все у нас влажно, каждый день идут дожди. Это очень хорошо, но дожди кратковременные. Земля влажная, трава насыщенная, растет. Конечно, в огороде пока ничего не растет, пока я не все посадила, но надеюсь, еще есть время, что смогла, то посадила, я вам покажу. Конечно, картошку мы посадили в первую очередь. На улице красота, воздух чистый, облачно, конечно, и солнышко светит временами, и облачно, но пока дождя нет. Посмотрите, как красиво цветет у нас терн. Смородины все цветут. Здесь я сажаю обычно огурцы, но пока еще не копала. Чеснок. Ягоды. Здесь я посадила морковь. Здесь я посадила лук. Они уже появляются потихоньку. Здесь мы с внуком посадили, вы знаете, картошку с Кирюшей. Там чеснок, крыжовник. Здесь капуста. Слава. А здесь у меня пока ничего не посажено. Посадила я 30 кустов помидорчиков под укрывным материалом. Вон как красиво цветет терн. В этом году много вишни, сливы, терн. А яблони у меня, по-моему, в этом году отдыхает. Что-то цветочков больно не видать. Есть они, но их что-то пока толком ничего не вижу. Но вот эта яблоня, конечно, урожай хороший даст. А эта яблоня у меня, по-моему, в этом году хочет отдыхать. Здесь у меня теплица. Теплице помидоры пока сидят. Где-то в июне, наверное, высажу их в грунт. Пока рановато, не знаю, вдруг будут заморозки. Здесь я посадила разные цветочки. Не посадила, а посеяла. Здесь и травки растут. Я траву пока не убираю. Пусть немножко подрастут, и я для кур своих выдерну. И будут куры мои кушать сочную траву. Здесь у меня еще петуния есть. Здесь у меня томаты. Комнатные они. Но они мелкие будут. Помидоры есть. Сюда мы с Владиком посадили немножко редиску. Тоже растет уже трава. Надо будет сегодня пощипать, наверное. Выдергивать. Вот как у меня трава растет. Пока не подрастут, я их не выдергиваю. Как я вам говорила, это у меня для кур. Трава у нас тоже в хозяйстве пригодится. Вот редиски. Надо немножко
выдернуть своим мальчикам. Пусть радуются, пусть покушают. Владик, конечно, каждый раз смотрит, выходит. Ему тоже интересно, что посадили вдвоем. Все-таки он участвовал, присутствовал. Воды таскал мне, помогал. Я его похвалила. Дети, они очень радуются, когда их хвалишь. И у них появляется желание помогать. Вот наш первый урожай. Я думаю, они обрадуются. Надо будет тоже в грунт посадить редиску. Все-таки уже на улице для редиски тепло. Ну вот так, мои хорошие. Пока вот так выглядит наш огород. Чеснок, петрушка. За теплицей тоже очень хорошо растет петрушка. Когда были морозы, -5, у меня почему-то они резко пожелтели. Оказывается, не только у меня, у всех чеснок пожелтел. Здесь у меня многолетний лук. Готовим пирожки с луком, яйцом. Моим мальчикам нравится. Вот цветочки, бутончики появились. Смородина тоже в этом году, я думаю, будет хорошая. Вот чеснок. Почему у меня пожелтели, не знаю. Я уже нашатыркой обработала. Все равно так же. Мороз не должен брать их, но что-то, значит, не хватает. Подскажите, мои хорошие, вы много у меня знаете. Вы мне, я знаю, поможете, подскажете, что мне делать. Розочки у меня пошли. Только вот эта роза почему-то долго просыпается. Цветут тюльпаны. Нарциссы уже отцвели. Здесь тоже розы. Кусты хорошие. По краям я посадила петунии. Здесь мультифлоры тоже принялись. Я их хранила в подвале. Это пионы. Уже маленькие бутончики появились. Просыпается виноград. Посадила здесь немножко сальвию. 3 куста пока. И у меня растут немножко маргаритки. Здесь немножко тень, поэтому здесь долго просыпается роза. Вот так по краям я посадила петунии до конца. Тюльпаны зацвели. У меня их мало, конечно. Вот лилия. Эта лилия у меня желтая. Елочки мои, красотульчики. Здесь тоже рассада. Гвоздика. Ну вот, где-то вот так.
Если мороз не побьет или не будет холодного ветра сильного, то вишни будет много. А это у меня темная слива. Тоже очень много цветочков. Пока даже листиков нету толком, а цветочков очень много. Привет, звезда Ютуба. Как дела? Что, тебе скучно одной? Поздоровайся с моими подписчиками. Кричишь, хочешь сниматься? Молодец, здоровается. Умничка ты моя. Ты моя умничка. Трава сочная здесь. Вишни цветут. Нет, Арчи тоже будем снимать. Вон Арчи. Ой, лазит везде. Куда только не ходит. Где только не лазит. Дома вообще толком не бывает. Заходит только кушать. И поспать. Арчи. Арчи. Арчи, привет. Поздоровайся с подписчиками. Что ты уходишь, а? Камеру боишься, да? Арчи. Красавец такой. Но Гулёна — это ужас. Очень даже любит, если вы обратили внимание, очень даже любит Арчи лазить вот сюда, вот на это дерево. И сидит он там. Ему нравится это место. Что, мой хороший? Красавец. А? Мышей ловим. Я видела. Молодец он. Здесь тоже у меня есть рассады. Петуния, сальвия. Тоже их очень много. Вот такой большущий каравай я пекла сегодня. Дети пока в школе. Сейчас буду готовить им обед. Хлеб пока поставила остыть. Вот такое мясо я сегодня купила. Здесь 7 килограмм. На 3000. У нас, конечно, 450 рублей килограмм мяса стоит, но мне немножко уступили. Принесли мне по заказу домой. Обычно я Земфире заказываю, кто занимается мясом, какой кусок мне надо, какое место, и они мне привозят. Они мне привозят всегда хорошее мясо, поэтому мне очень нравится покупать у них. Когда денег нет, могут подождать, в долг могут дать, а когда деньги есть, я сразу расплачиваюсь. Мне нравятся ребрышки. Будет у меня сочный бульон. Детишкам сварю бульон. И немножко прокручу мясо и сделаю второе, на второе что-нибудь. Вот у меня огурчики тоже просятся уже на улицу. Наверное, посажу в теплице. Пока на улице холодно. Ночью у нас где-то +5, +7. Для огурчиков это еще прохладно. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал Дзене и Телеграме, мои хорошие. Я вам ссылку оставлю под видео. И поставьте, пожалуйста, вам, если ролик понравится, лайк. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю.
Желаю вам всем здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба над головой. Всем пока-пока. До следующих встреч.